В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Якутия со следующего года войдет в программу трудовой мобильности кадров. Сегодня она действует пока в 7 регионах Дальнего Востока. С ее помощью привлекают специалистов Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ. Правительство России до 10 сентября разработает предложение о реализации мер по стимулированию притока населения для постоянного проживания на территории Дальнего Востока. Соответствующее поручение Кабинету министров дал президент России. В первую очередь речь идет об увеличении размера финансовой помощи работодателям, участвующим в региональных программах повышения мобильных трудовых ресурсов дальневосточных регионов. Дальневосточная большая стройка связана с запуском новых предприятий, созданием высокооплачиваемых рабочих мест. Не все специалисты есть на Дальнем Востоке, часть можно и нужно привлекать из других регионов. Но чтобы профессионалы поехали, им нужно предложить выгодные условия, а также помочь бизнесу в привлечении кадров, отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Хаврат. Порядка 1,5 миллиарда рублей направят Якутии на обеспечение 1500 человек жильем в этом году. На господдержку могут претендовать нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые семьи, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, ветераны боевых действий, многодетные семьи с 5 и более детьми, семьи с 10 и более детьми, учителя сельских школ и медики арктических и северных районов, выезжающие из районов Крайнего Севера, а также другие льготные категории. В частности, в этом году планируется улучшить жилищные условия более 500 детей-сирот. В текущем году на обеспечение 1500 жителей Якутии жильем предусмотрен 1,5 миллиард рублей. Все программы федеральные, то есть с участием денег из федерального бюджета. Наша республика и в дальнейшем будет подавать заявки на привлечение федеральных средств, сказала глава регионального Минстроя Вера Кузакова. Власти Якутска с 2019 по 2022 годы планируют запустить 17 проектов в рамках направления «Агропояс Якутска», общий объем финансирования которых оценивается в 1 миллиард 200 миллионов рублей. В 2018 году будет сделан упор на разработку бизнес-планов и реализацию проектов, инициируемых гражданами. С 2019 года планируется начать осуществление проектов в полном объеме. Развитие столичного агропояса не только увеличит инвестиции в сельское хозяйство, создаст условия для поддержки местных производителей, но и повлияет на качество жизни людей в пригородах Якутска. Руководство Якутска, безусловно, будет продолжать политику, направленную на поддержку и развитие агропояса, так как это напрямую влияет на уровень жизни людей. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы человек, независимо от того, проживает он в центре столицы или в пригороде, не чувствовал себя в чем-либо ущемленным. Установление для всех территорий единых стандартов в благоустройстве, создание комфортной среды – значимое направление, которому уделяется и будет уделяться пристальное внимание, сказал председатель Якутской городской думы Александр Савинов. Якорный резидент ТОР «Южная Якутия», управляющая компания «Колмар», реализует мероприятие по созданию комфортных условий жизни в Нерюнгри. Мы проводим плодотворную социальную политику, что помогает нашей молодежи оставаться жить и работать в родном городе. Ведь если мы не создадим комфортных условий проживания, как мы сможем привлечь новые трудовые ресурсы в регион и остановить отток местного населения? Мы делаем все, чтобы город Нерюнгри стал привлекательным и комфортным местом для жизни. Однако для этого нам нужна поддержка государства как на региональном, так и на федеральном уровнях, сказала заместитель генерального директора «Колмар» Анна Цивилева. Минфин Якутии перечислил муниципалитетам республики транш в размере 150 миллионов рублей на проекты развития общественной инфраструктуры. Общая стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор, составила 694 миллиона рублей. Программа поддержки местных инициатив в Якутии стала первой российской практикой участия граждан, получившей международное признание. В целях повышения информативности российской и международной аудитории о лучших результатах реализации программы в Якутии в сентябре этого года регион посетит делегация Всемирного банка. С начала 2018 года в Якутии выданы сертификаты на материнский капитал на сумму 1 миллиард 226 миллионов рублей.
Наибольшую часть распоряжений составили заявления об улучшении жилищных условий. Семьи также приобрели на эти средства новое жилье, направили их на строительство и компенсировали расходы за ранее построенное жилье. Другие использовали материнский капитал для погашения кредитов и займов, включая уплату первоначального взноса и платежей по кредиту. Федеральный бюджет России потеряет 79 миллиардов рублей в год из-за изъятия сверхдоходов с золотодобычи. Потери бюджета оценил глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, пишет в среду газета «Коммерсант». Повышение фискальной нагрузки на золотодобывающую отрасль может привести к невыполнению инвестиционных программ и падению добычи золота, которая, по прогнозам организации, к 2025 году снизится на 50 тонн в год. После 2025 года падение может стать еще более драматичным, считают в Союзе золотопромышленников. Ранее помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов выдвинул идею изъятия сверхдоходов в размере около 500 миллиардов рублей ежегодно у компаний горно-металлургической и химической отраслей. Предложение обосновывается тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше. В список Белоусова вошли 14 компаний, в том числе «Полюс золота». Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин уже обратился к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором оценил возможные потери российского фондового рынка от этой идеи в 3 триллиона рублей. Официальный курс доллара США по отношению к рублю, установленный Банком России на 15 августа, снизился на 1 рубль 47 копеек до 66 рублей 75 копеек. Также скорректирована в сторону уменьшения стоимость евро. Она составляет 76 рублей 23 копейки. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России. Напомню, что падение российской валюты спровоцировано угрозой новых американских санкций, а также усугубилось кризисом в Турции. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.